О проблеме больших затрат Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии на оплату медикаментов в недавнем времени заговорили особенно активно. Государственный внебюджетный фонд оплачивает медикаменты для своих подопечных, исходя из назначений врачей в поликлиниках и принятого Кабинетом министров в 2013 году перечня медикаментов, гарантированных подопечным фонда. За минувший 2022 год на лекарственные средства было потрачено более 70 миллионов рублей. У нас ни один, ни два случая таких были, даже не надо было искать, сами люди приходили, выписывали без никакого назначения, просто так, и большие суммы уходили. Это ни одна организация не выдержит, если будем работать, не обращая внимания на перечень, ни одна организация не сможет выдержать. По словам председателя фонда, для решения проблемы также необходимо обновить список медикаментов, входящих в обязательный перечень, и поликлиники должны работать исключительно по утвержденному списку. Существует перечень, по которому надо работать. Мы так и работали, все как положено. Но потом, когда вот эта пандемия началась, мы сразу сказали, не обращайте внимания на перечень, чтобы все выдавали спокойно. А потом уже, когда время прошло, уже более-менее успокоилось, теперь надо обратно по перечню. В прошлом году во всех медучреждениях республики была проведена совместная проверка Фонда инвалидов и Минздрава. Зампредседателя фонда Имзар Ашуа подчеркнул, что в ходе проверки были выявлены нарушения. Нарушение в том, что человеку, когда выписывают чего-либо, основание должно быть правильно, от врача, от анализов и так далее. И еще в амбулаторную карту должны вносить, за что тебе выписали, и приложить вот эти бумаги. Большие нарушения, вот 3 города, которые я сказал, были Рипши, Сухуми и Гудаута, да, там большое количество людей много. Но в Ачамчирах и Кварчели и Гагра более-менее как-то старались придерживаться, но нарушения все-таки были. Проблема нерационального расходования средств на медикаменты, как подчеркивают в Фонде инвалидов, обусловлена в первую очередь именно неэффективностью подобного подхода к лечению. На потраченные на медикаменты средства можно было отправлять многих подопечных на лечение в другие страны. По статистике это наиболее действенно. Однако Имзар Ашуа подчеркивает, даже при отсутствии нужного медикамента в обязательном перечне фонд оплачивает покупку, если препарат действительно необходим, и это подтверждено лабораторными исследованиями. Выписывание лекарств беспредельно. Вот наша проблема, наша беда, который, вы представляете, еще раз говорю, за 70 миллионов, сколько их мы вылечили бы в больнице, что он не будет цитрамон, даже цитрамон. Но, к сожалению, лекарства тоже нужны, мы понимаем, проблем нету с этим. Но мы хотим, чтобы это было правильно, а не весь бюджет отдавать на лекарства, которые никому, к сожалению, не помогают. Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, как государственная структура по вопросам обеспечения подопечных медикаментами, работает напрямую с республиканским унитарным предприятием «Абхаз-фармация». Директор предприятия Рустам Адлиба отметил, что количество рецептов, выпускаемых не по утвержденному перечню, действительно возросло. В принципе, исключения делались и раньше, но раньше это в виде исключения, как бы шел отпуск вне утвержденного перечня. В период пандемии, да, потребность определенных больных выходила за рамки этого утвержденного перечня, поэтому, конечно, было разрешено отпускать, в том числе и вне установленного перечня. Фактически к чему это привело? Ну, вы понимаете, сегодня лекарства могут быть и очень дорогие, и в период пандемии не дешевые они были. Поэтому, да, количество рецептов, где выписаны препараты, не соответствующие этому утвержденному перечню, за эти рамки вышли. И фактически его при выписывании поликлиники по факту, я как понимаю, уже и не придерживаются. Ветеран войны Томас Пипия получает лекарства раз в месяц. Из-за ранений, полученных во время войны, у него сильно ухудшилось здоровье. Его часто беспокоят головные боли и поставлен диагноз – сахарный диабет. Томас Пипия рассказал, что прежде чем назначить лечение, в поликлинике ему всегда проводят обследование. Давление опа, не опа, вахяга,
Рахюба 2-3 штуки, чтобы нарцовцы. Фонду инвалидов также пришлось столкнуться с беспрецедентным случаем, когда в Гудаутской поликлинике на одного пациента в течение года выписали лекарств на сумму более 1 миллиона рублей. Главврач Гудаутской поликлиники в свою очередь сообщила, что не была осведомлена о подобном нарушении. Я понятия даже не имею, а почему же они не связались с заведующей поликлиникой, в принципе. Так вообще должно быть. Если такое случилось, и если они очень беспокоятся, начинать не нужно с меня, с поликлиники. Какой врач это выписал и на каком основании. Вот сейчас вы мне говорите, я очень расстроенная. Если они такое что-то заметили, они должны были позвонить мне и сказать: Заирина Верна, почему вы или ваши врачи выписывают одному и тому же больному такое количество медикаментов или так часто? Подопечные фонда инвалидов обслуживаются в поликлиниках республики, предварительно становясь на учет и предоставляя справки из военкомата, в которых указывается информация о ранениях и травмах, полученных во время войны. Далее ветеран предоставляет удостоверение инвалида войны, выданное органами социальной защиты и труда. Участковый терапевт Сухумской городской поликлиники Лариса Чкадуа рассказала, что инвалиды войны, прикрепленные к поликлинике, а их более 100 человек, проходят обязательную диспансеризацию каждый год. 1 раз в год проходят диспансеризацию. Что туда включается? Туда включается лабораторная диагностика, так сказать, общий анализ мочи, биохимия по показаниям, электрокардиограмма, рентген легких 1 раз, даже не 1 раз, можно 2 раза в год, но опять-таки по показаниям, у кого как. Теперь что? Проходят наших специалистов узких. Это эндокринолог, кардиолог, невропатолог, травматолог обязательно, потому что в основном у всех, почти у всех, там где-то 70%, там пулевые ранения, осколочные ранения, ампутационные культи и отдаленные последствия закрытой черепно-мозговой травмы. Это что такое? Это, то есть, во время войны у них была контузия головного мозга. Лариса Чкаду отмечает, что многие ветераны проходят лечение за пределами Абхазии и, возвращаясь на родину, приносят выписанные рецепты в поликлинику. Лекарственные средства, назначенные на лечение за пределами Абхазии, порой выбиваются из перечня обязательных медикаментов, потому как сам перечень давно не обновлялся. Наши больные, они лечатся не только в Сухуми, они лечатся и за пределами Абхазии. А препараты у нас, как говорится, наука не стоит на одном месте. То есть очень много новых препаратов, которых нет в перечне. И они к нам приходят с этими новыми препаратами. Мы им объясняем, что вот согласно приказу у нас мы не можем там выписать этот дорогостоящий препарат. Конечно, скандалы тоже бывают. В некоторых случаях мы посылаем в фонд инвалидов. Объясняем им: вы подойдите в фонд инвалидов, пускай они напишут письмо, что они разрешают это выписать такой-то дорогостоящий препарат. Потому что без фонда инвалидов мы никакие дорогостоящие препараты не выписываем. Сейчас, может, новый появится у нас список, нам немножко будет легче работать. Лариса Чкадуа также рассказывает, что основными проблемами со здоровьем у инвалидов войны являются сердечно-сосудистые заболевания, частые случаи инфарктов и потребность в стентировании, которая не проводится в Абхазии. Например, в Абхазии мы стенд ему поставить не можем, правильно? Вот он перенес инфаркт, или у него стенокардия, ему надо ставить стенды. Здесь мы это не делаем, правильно? Вы все прекрасно знаете. Поэтому он куда едет? Его направляют за пределы России, они туда едут, там ставят стенды, лечатся, приезжают сюда. Рецепты получают здесь, потому что в России им, конечно, не дадут ничего. По словам Ларисы Чкадуа, Сухумская городская поликлиника направила список рекомендованных для обязательного перечня медикаментов в Министерство здравоохранения Республики. Начальник управления лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Батал Кация рассказал, что на данный момент работает комиссия по контрольной проверке медучреждений. В феврале прошлого года была проведена комплексная проверка лечебных учреждений, которые занимаются отпуском и назначением лекарственных препаратов для инвалидов отечественного народа Абхазии. После этого в прошлом году, в конце прошлого года, было еще раз обращение от фонда инвалидов для того, чтобы заново провести какую-то контрольную проверку. Совместно мы приняли решение, что контрольная проверка будет
В соответствии с этим, 27 декабря прошлого года министр здравоохранения Абхазии Будпа издал приказ о создании комиссии по проверке. Поэтому с этого времени эта комиссия работает. Проверку планируется завершить к концу текущего месяца. В комиссию включены представители управления Минздрава, управления по надзору, а также управления по фармации и лечебного управления. Проверка комплексная и проводится во всех городах и районах республики. В прошлом году проверка проводилась и были выявлены нарушения. Соответственно, при контрольной и одновременно завершающей проверке, которая будет закончена в этом году, будут сделаны выводы. Думаю, что в том числе и административные. Как отмечает Баталкация, по итогам проверки, проведенной в прошлом году, всем медучреждениям, в которых были выявлены нарушения, были даны указания и рекомендации, как в устной, так и в письменной форме, а также по данному вопросу регулярно проводились рабочие совещания. Баталкация также подчеркивает, что наиболее частое нарушение касается именно обязательного перечня медикаментов. Так как список был утвержден еще 10 лет назад, то, естественно, и медицина идет вперед, и клинические рекомендации изменяются, новые препараты входят в оборот. Поэтому были выявлены нарушения, которые связаны с тем, что вне списка назначались препараты, то есть которые не входят в этот список. Такие были нарушения. Плюс еще из основных это те, которые связаны с тем, что лекарственные препараты, они назначались, допустим, не на 1 месяц, а там, на 2, на 3 месяца вперед, для того, чтобы, есть пациенты, у которых есть хронические заболевания. Поэтому иногда суммы варьировали. Работа по обновлению перечня медикаментов на данный момент ведется в Министерстве здравоохранения. С начала февраля этого года по согласованию с руководством фонда инвалидов мы разослали информационное письмо всем лечебным учреждениям, по которым они в соответствии с нашим письмом предлагают свое видение вопроса, то есть те препараты, которые жизненно необходимы, входят в перечень жизненно необходимых, и которые чаще всего нужны, и которые не входят в список, они письмом нам сообщают о количестве препаратов, о разновидности препаратов. Соответственно, они будут внесены в список, который мы будем потом рекомендовать правительству для того, чтобы изменить и внести изменения, в список, который уже был утвержден 10 лет назад. Касательно вопроса о Гудаутской поликлинике, в которой в течение года одному пациенту были выписаны средства на сумму более 1 миллиона рублей, Баталкация отметил, что комплексная проверка будет проведена и в Гудаутской поликлинике. По итогам будут предприняты все необходимые меры. Мы проверяем не только Гудаутскую поликлинику, но и все поликлиники, которые выдают. У нас много районов, соответственно, районные поликлиники проверяются все. Гудаута будет проверена в том числе. Она просто проверяется, но не в первую очередь. На данный момент, по словам Баталкация, препараты, которые не входят в утвержденный ранее перечень, выписываются пациентам по отдельному письму и согласованию с фондом инвалидов, так как являются жизненно необходимыми. Рада Чачава, Алексей Баструков, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.